В эфире передача «Мы не одни». У микрофона Полина Перуашева. «5 апреля этого года в Нью-Йорке на 79-м году жизни скончался Гарри Борисович Зельбет, ветеран государственного телерадиовещания Якутии, отличник телевидения и радио, заслуженный работник культуры республики, знаменитый, легендарный режиссер нашего якутского радио, сегодня радио Саха. Огромен мир, широка земля, высоко небо, длинны реки, бескрайние моря. Но человек не песчинка. От него самого зависит, затеряться ли ему, быть подневольным или свободным. Эти слова из радиоспектакля 30-летней давности, режиссером которого был Гарри Борисович Зельбет, точно отражают и суть его самого, нашего незабываемого старшего коллегу, уникальной творческой личности, талантливейшего режиссера, немало передач которого хранятся в золотом фонде радио. Он не затерялся песчинкой, а, засияв алмазом, навсегда поселился в сердцах своих многих друзей, коллег, учеников, радиослушателей. Сегодня я предлагаю вашему вниманию их воспоминания о Гарри Зельбет. Это журналисты Сергей Суранов, Альбина Данилова, Светлана Соколова из Якутска, записанные по телефону воспоминания Алексея Козлова из Санкт-Петербурга и Ларисы Утяшевой из Нью-Йорка. Итак, Сергей Суранов, известный журналист, который начинал свою профессию с работы на радио. Первый раз я увидел Гарри Борисовича в коридоре. Я еще тогда в университете учился и сотрудничал с молодежной редакцией радио. Впечатление было, конечно, очень сильное. До сих пор помню очень хорошо. По тому коридору я шел следом за ним. Вижу, что впереди меня идет такой уже солидный человек, представительный, я бы сказал так, мужчина. И вдруг из-за спины, значит, женский голос: «Гарик!» И вот этот мужчина поворачивается, я вижу, что он в очень серьезном уже возрасте, но никак не Гарик. И я про себя вот до сих пор запомнил, думаю, ну ничего себе, Гарик. И потом я очень часто с этим дальше сталкивался, что человек очень контрастный по характеру своему. То есть вот с одной стороны Гарик, то есть вроде бы как запанибратское такое обращение к нему было, да, а в то же время и те же самые люди очень уважительно, с почтением, я бы даже так сказал, относились к нему как к специалисту. И вот это постоянно, вот эта контрастность, такой какой-то вот фейерверк, он постоянно в каждой, можно сказать, встрече он пополнял вот впечатление об этом человеке. Вот контрастность еще в чем проявлялась, да, что вот такой яркий, эмоциональный человек с одной стороны, а с другой стороны очень жесткая просчитанность того, что, собственно говоря, он хочет добиться. А вот те, кто хотя бы раз пытался писать, был автором, он прекрасно же понимает, какое отношение, когда тебя там начинают корежить, типа того, что вот, а вот как же тут с моей индивидуальностью там и все такое, да. А вот он как раз вот этим своим эмоциональным таким поведением, с одной стороны, и с другой стороны, рациональным рассуждением того, что на самом деле скрыто в твоем тексте, он, в общем-то, его заставлял работать. То есть он не говорил там типа того, что ну что ты, молокосос, там со мной споришь, я сколько лет тут уже проработал, сколько видел, сколько знаю, просто слушайся и делай. Такого не было, менторства-то не было никогда. А в прямых эфирах вы с ним работали? Да. Я когда вот сейчас вот возвращаюсь к этому воспоминанию о том, что вот он старик и все такое, я почему, собственно говоря, это еще вспомнил? Он ведь очень был легок на подъем, то, что называется. То есть, когда он понимал, что инициатива интересна, предложение интересно, и ее можно развивать дальше, ему всегда это доставляло удовольствие работать в таком случае. Ты спросил насчет прямой эфир. Это современный разговор. Первая передача, которая у нас на радио началась. В 87 год мы начали постепенно готовиться. Так вот, Гарри Борисович, я ему очень благодарен еще и за то, что он достаточно
достаточно спокойно и очень активно это поддержал, эту инициативу, и современный разговор вот к передаче, оно состоялось благодаря тому, что он есть. Я знаю о том, что люди, которые слушали наши передачи, они были просто потрясены. До сих пор помню звонок, который у нас включался в эфир, когда там человек отвечал по ходу дела, значит, на тему, которая шла передача, и он в заключении говорит: я вот учусь там в Санкт-Петербурге, я приехал на каникулы. И меня так приятно удивило, что якутское радио, оказывается, ничем не уступает там московским, так сказать, и зарубежным радиоголосам, которые в прямом эфире, значит, туда-сюда, значит, и все такое. То есть я знал об этом, что мы делали на самом деле. И меня-то вот еще раз, возвращаясь к мобильности Гарри Борисовича, поражало то, что он ведь принял, вот несмотря на всю партийную закалку, когда там все там железобетонно, все должно быть, да, он-то это понимал. Я не знаю, может быть, относительно чисто вот ко мне он это воспринимал, да, но тем не менее он это принял. Я уж не знаю, там внутри, может быть, все эти годы именно такое отношение сидело, да. Он же какие стихи писал. Он заходит в кабинет и читает стихи. Он несколько раз так делал, я поражалась. Такой мэтр заходит в кабинет, свои стихи читает и выходит, оставив публику в молчании. В изумлении. Ну, я, честно сказать, со стихами его столкнулся один-единственный раз, когда на день рождения, значит, они такой сбацали, можно сказать. Он, Леша Козлов и Альбина Данилова, такую серенаду, когда они записали ее, вернее, в студии. Леша Козлов играл на гитаре, а Гарри Борисович, оказывается, был, так сказать, автором текста. И меня эта серенада вообще наповал, совершенно убила, потому что я думал, ну ничего себе, еще и так. И это было, кстати сказать, уже после того, как я ушел с радио в 91 году, когда я ушел работать в Интерфаксе, но, тем не менее, мы, так сказать, еще в то время продолжали кучковаться до отъезда Гарри Борисовича в Крым. Вот. И он вот такую вещь выдал. Я думаю, ну надо же. Я вот еще раз говорю, вот потрясающий вообще человек был. Вот этот фейерверк, он во всем, он и в работе, он, так сказать, и в межличностных отношениях. Но как раз это из-за того, что темперамент. Человек постоянно жил и хотел жить, и делал очень много для того, чтобы и вокруг него люди тоже жили, и чувствовали этот пульс, и желание, стремление жить. И вот это очень важно. Вот я сейчас, когда вот Гарри Борисович ушел из жизни, вспоминаю свою судьбу уже, собственно говоря, да, и как это ни грустно, но насчитал только 3 человек, которые оставили вот в моей судьбе след. То есть, когда вот какой-то определенный период жизни, да, он, так сказать, связывается, персонифицируется вот в каком-то образе человека одного. И вот Гарри Борисович один из этих 3 человек, и вот он сейчас ушел, и вот это звено в моей судьбе, в моей жизни, в моих воспоминаниях, оно как бы раз оголилось, оно, конечно, осталось. Потому что все равно воспоминания-то есть же, там связаны с другими людьми, с какими-то событиями. Но все-таки начинаешь испытывать очень сильное чувство горечи, эмоциональное пятно в жизни. Оно закончилось, оно оборвалось. И хотя, с другой стороны, понимаешь, что все это как бы и несправедливо, но все равно это неизбежно. И с этим все равно надо будет жить дальше. Светлана Соколова сегодня является главным редактором телеканала Саха-ТВ. Она гость телерадио, она много лет работала вместе с Гарри Борисовичем. Нам вот эту вот любовь к радио прививал, конечно, Гарри Борисович Зельбет. Это был такой режиссер на радио, и я, можно сказать, в детстве выросла на его передачах, потому что он делал такие радиоспектакли, и всегда в конце объявляли «режиссер Гарри Зельбет». И для меня он был таким небожителем. И вот однажды я попала к нему в студию и начала какую-то свою передачку детскую там говорить, что-то говорить, и вдруг он прямо подпрыгнул, встал, и я смотрю через стекло. Он встал такой и в волнении так заходил по студии. Потом что-то там мне сказал, указал, довольно резко поправил меня, сказал, вот так по-русски не говорится, вы так скажите, да. А потом он подошел ко мне и сказал: слушайте, а, пожалуй, из вас будет толк. Мне показалось, что вы довольно-таки талантливая чтица. И вы знаете, это была единственная его похвала в моей жизни, да, но я ее никогда не забуду. И вот эти его слова, они придали столько мне надежды, вот, не знаю, на то, что я смогу состояться в эфире радио. Потому что там есть свои особые требования к человеку, который сидит у микрофона и разговаривает с радиослушателем своим. Альбина Данилова делится воспоминаниями о том, как состоялось первое знакомство с мастером и как Гарри Зельбет воспитывал молодых журналистов. Когда я озвучивала информацию вот Сергея Суранова с комсомольских конференций, в общем, я читала, как подобает, так правильно, безупречно, а потом чувствую, что что-то они стали скучнеть и все реже и реже меня звать. И я стала переживать, что-то я не то делаю. Потом Гарри Борисович мне сказал: знаешь, говорит,
мы тебя, наверное, оставим в покое на год, на два. Я говорю, как это так? Я прямо уже сижу и уже это все, меня забраковали. Он говорит, понимаешь, ты прекрасно, безупречно читаешь, у тебя там все хорошо получается, ну, очень правильно. Ну, я говорю, ну, так там же о комсомоле все. Неважно, даже о комсомоле нужно говорить, разговаривать нужно. Нужно передавать то, что ты чувствуешь и думаешь, а не просто тупо читать текст, да? Он говорит, я тебя оставлю года на два. Как это? Да, мы тебя звать не будем. Ты, говорит, слушай Ларису Утяшеву, слушай, значит, старших коллег и себя в эфире слушай. И сравнивай. И потом я тебе даю руку на отсечение. Года через 2-3 ты будешь одной из лучших ведущих на якутском радио. Я говорю, ну, прям уж. Да. И я ушла, вот была несколько обижена. А 3 года промчались, как один день. И потом я вдруг раз смотрю, обнаружила. Я оказалась в современном разговоре. И оказывается, я веду прямой эфир. И оказывается, ну как, по признанию прессы, вдруг мы оказались как бы на гребне, так скажем. И вот я подумала, он, оказывается, действительно был прав. Он просто в это время присматривался. Не контактировал, он все равно работал надо мной. Потому что у меня в мозгу всегда свербило. Так, мне надо вот слушать, мне надо слушать. Это удивительно, что он работал не только в студии, он работал за пределами студии над людьми. Вот сейчас, ну, уже, как сказать, я нахожусь в таком, ну, далеко не молодом возрасте. Сейчас, когда озираюсь, действительно думаю, что мне повезло в том плане, ну, и многим тем, кто окружал Гарри Борисовича, они даже, может, сейчас и не сознают этого, некоторые, те, кто помоложе, что люди, с которыми мы встречаемся, это вот нам посылается сверху, иногда как подарок. Вот Гарри Борисович это действительно как подарок, потому что если бы его исключить из моей жизни, допустим, то наверняка моя жизнь была бы гораздо беднее, скучнее, и, может быть, сейчас я не чувствовала себя так полно, самодостаточно, как-то уверенно даже, потому что он был для меня как учитель, гуру, и даже, может быть, местами в то время мне как-то заменял отца. Я обратилась по телефону к Алексею Козлову, который работал у нас на радио в конце 80-х. А сегодня Алексей – режиссер-постановщик, сценарист, академик российского телевидения, лауреат премии ТЭФИ. И вот что он рассказал о Гарри Зельбет. Конечно, с отъездом Гарри Борисовича в Америку, в Нью-Йорк, где он жил последние годы, наше общение не было уже таким частым. Гарри Борисович дважды приезжал ко мне в Петербург, мы общались, и он у меня останавливался дома. Но он был удивительно таким же. И даже говорил, я приеду к тебе работать, Лехин. Меня звал Лехин всегда. Поставлю все на несколько месяцев и приеду сюда, потому что у него всегда сохранялась необходимость участия в процессе. Он был необыкновенно творческий человек. Буквально позавчера ехали мы с Валерой Дегтяревым, с оператором, который его хорошо тоже знал и работал в городе Якутске. Я думал, а вот что мне лично дал Гарри Борисович, я понял, сформулировал для себя, он дал мне тональность жизни. Вот эту тональность жизни, не ноющую, да, не унывающую, всегда сохраняющую позитив. Это у него удивительная была способность, поэтому с ним всегда было рядом легко, замечательно. Его всегда не хотели отпускать из компаний. Он никогда не был центром, между прочим, компании, но он удивительно всегда эту компанию раскрашивал. Он добавлял туда вот этой позитивной краски существования. А однажды он мне сказал, ты представляешь, вот в момент, когда мой папа и мама встретились и вот собрались придумать меня, вот в эту секунду нас было несколько миллионов. И все мы старались успеть добежать до этой жизни. А добежал из этих нескольких миллионов я. И как же после этого я с унынием и с кислой физиономией могу жить в этой жизни, когда я такой счастливчик. Вот это ощущение счастья этой жизни, оно у него было неповторимым. И для меня Гарри Борисович был, и остается, и будет всегда человеком, который жил вот так. К сожалению, таких людей очень мало, крайне мало. А может быть, не к сожалению, может, так и должно быть. От того мы таких и помним, от того и сейчас, вот, и вы звоните, что очень приятно и здорово. Потом я думаю, что для Якутского радиокомитета, конечно, эта фигура тоже неповторимая, много сделавшая. Вот этого человека нельзя было не встретить с улыбкой. И он никогда мрачно не встречал тебя или кого-то другого. Светлая память Гарри Борисовичу. Моему, я его всегда считал своим лучшим другом. И думаю, что он даже знает, что он считал так же.
Гарри Борисович проработал на нашем радио около 40 лет, до 90-х годов. Затем он переехал своим детям в Крым, а в последнее время жил в Нью-Йорке, был гражданином Соединенных Штатов Америки. Лариса Федоровна Утяшева, тоже ветеран нашего радио, живущая много лет в Нью-Йорке, рассказала о последних годах жизни Гарри Борисовича. Телефонная запись неважная, но, думаю, многие радиослушатели узнают голос Утяшевой, которая больше 20 лет вела на нашем радио литературные передачи. Когда я узнала о том, что не стало Гарри Борисовичем, знаете, какая-то оборвалась такая ниточка, которая связывала меня с этим городом, в котором прошла моя молодость, и моя сознательная жизнь, профессиональное становление. Потому что с Гарри Борисовичем именно и связано мое становление, мой рост в моей профессии. Все, что было сделано в литературно-драматическом вещании в то время, когда я там работала, это все сделано было Гарри Борисовичем. В Америке я случайно встретилась с Гарри Борисовичем и была очень обрадована и одновременно удивлена, потому что я не ожидала его здесь увидеть. А история его появления очень какая-то такая романтическая, а теперь я могу сказать драматическая. Романтическая, потому что это только, наверное, мог он, уже в довольно таком зрелом возрасте, полюбил. Полюбил женщину очень интересную и внешне, и по глубине ее душевности. Рая. Она была даже немножко старше его. И вот эти два человека, как два сизых голубка, они ходили по набережной океана, прогуливались, держались друг за друга, за руки. И он был очень счастлив. Мы часто с ним встречались, приходил к нему я в гости, он ко мне приходил в гости с Раисой. Вспоминали, пили чаи. Так в Якутске, когда мы молодые тоже собирались. И все какие-то, может быть, прошлые, творческие же все бывает. Недомолвки, обиды, может быть, разногласия. Они казались нам теперь маленькими кусочками счастья из прошлой жизни. Творчески, конечно, здесь он не мог работать, потому что, во-первых, возраст, во-вторых, это уже не имело значения, он был занят внуками. Я сегодня говорила с его женой, и внутреннее ощущение такое, что, как я уже вначале сказала, какая-то оборвалась ниточка. Я не хочу, чтобы эта ниточка совершенно оборвалась, потому что ведь никогда нельзя уйти от прошлого, и тем более от такого ценного прошлого, связанного с твоим. Когда я приехала, и когда я была в Якутске, мне подарили книгу, это был юбилей радиовещания, подарили эту книгу, я ему привезла. И вот сегодня, когда я разговаривала с его женой, приехал его сын Вадим, и она мне сказала, что мы сейчас сидим и смотрим, и читаем, листаем эту книгу, и вот все так настолько как-то очень грустно и светло. Человек, он был удивительный. Он был по-настоящему творческий человек. Наверное, таких уже и сейчас нет. Он, вот как говорят, штучный. Такого нет человека уже, наверное, в нашей профессии. Я не знаю, потому что все как-то изменилось. Не хочется к этому привыкать, не хочется с этим смиряться. И я хочу, чтобы те, кто сейчас меня слышит, вспомнили те программы, те передачи, которые делал Гарри Борисович. Может быть, они прозвучат по радио, звучат как из Золотого фонда радио. Вспомнили, почтили его память и знали, что он очень любил вас, уважаемые, дорогие радиослушатели якутяне. Он отдавался вам в своей работе до самой последней капельки. Почтите его, помяните его, вспомните его. Наша передача, посвященная светлой памяти ветерана телерадиовещания Республики Саха-Якутия, легендарного режиссера Гарри Борисовича Зельбет, подходит к концу. Пусть земля будет вам пухом, пусть душе вашей будет легко и радостно, дорогой Гарри Борисович. Мы, якутяне, помним вас и любим. Огромен мир, широка земля, высоко небо, длинны реки, бескрайние моря.
Но человек не песчинка. От него самого зависит, затеряться ли ему, быть подневольным или свободным. Олох уйгутунуган сар Ситихи артыгын арьяры, Сахалы тыллаха радия сыджаяр кереға угуяр. эфирге Саха радиода.